немножко видно. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Масера Бюстикюэл. Доброй ночи, уважаемые подписчики. Не знаю, слышно меня или нет, но, по крайней мере, я здесь. Вот. Ага. 7 человек заскочили. Как никогда. 9 человек. Всем салам. Масера Бюстикюэл. Доброй ночи. Не знаю, слышно меня или нет. Короче. Карфаген. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. На рыбалке на рыбалке что ты? Алейкум ассалам. Да, то ли на рыбалке, то ли, что ли, да, на пруду. А где еще можно быть с таким фонарем? Короче, зашел немножко с вами пообщаться, пока рыба-кит не клюнул. Меня слышно, да? Или нет? Слышно, видно. Даже на свежем воздухе, на природе хочется побыть со своими, так сказать, дорогими, уважаемыми друзьями, подписчиками. Вот. Зашел заодно сегодня. Очень много сообщений приходило по поводу, слышал, нарнийский генерал стратегического назначения начал диктовать, повествовать, зачитывать ярого чеченофоба по поводу Ауховского района. Так что у нас, оказывается, Русик теперь защищает интересы не ауховцев, как хотелось бы многим, которые говорили, что якобы аух и в аухе проживают наши братья. Они говорили всегда. Но защищает интересы Красного Горшка, Хапизова и так далее и тому подобное. Рассказывая сказки, байки о том, что Ауховский район якобы кем был заселен и кто там проживал ранее. Показывая карты, якобы карты, которые в основном 18-19 века. Ну, что я могу сказать, Русик? Ты... Нет звука. Хэшуйсу. Раз, два, три, четыре, пять. Меня слышно? Слышно или нет? Скажите кто-нибудь. Напишите. Скажите. Что-нибудь есть вообще? Да. Слышно, говорят. Ну, значит, это не у меня проблема. Да. Так вот, наш Д'Артаньянус, видать, решил, алейкум ассалам, видать, решил отработать бабки или себе ищет поддержку со стороны наших восточных соседей, никак не угомонится, никак не поймет. В Германии слышно. Это хорошо, если в Германии слышно. Вот.
никак не угомонится, никак не успокоится. Видать, решил отработать. Короче, так вот, а, если Русику так угодно, и если он пытается Ярову чеченофоба здесь диктовать, ну что ж, мы тоже можем своих достаточно более сильных источников закидывать больше материал про аух, больше материала разоблачающего, и э, по максималке постараемся показать, что, видать, время поехать в Кисловодск на массаж опять настал. Иначе никак я не могу это иначе трактовать. Да, мои. Я. Вот. Ну, ничего, мы дам Аллаха, я вам обещаю, не из-за скудности материала, ва алейкум ассалам, не из-за того, что его было мало или что-либо, просто у меня небольшие проблемы возникали, но мы скоро будем публиковать. Мне бы, конечно, хотелось, кроме его сказок, он начал даже, оказывается, Бейбулата потомки есть в Чечне, есть, как можно с ними найти контакт. Есть Бейбулата Таймиева потомки, прямые наследники Бейбулата Таймиева есть. Проживают они, если я не ошибаюсь, в Новых Атагах, если я не ошибаюсь. Нет, эфир недавно начался, я, честно сказать, не знаю, сколько продержится, чуть-чуть продержимся, постараюсь. Любитель пикантного массажа, видать, решил наехать и рассказать о том, что ауховцы, оказывается, пришлый народ. Вот. Ну, мы постараемся, конечно. Башлам от Барик Толк от Спхидан. Он миляет мобали или... Он, походу, просто-напросто это... Да, соцахай. Что спрашивал? Они, походу, знают, о ком я говорю, про своего Цундер паники. Короче, ищ ситуацию. Но было бы неплохо, конечно, если бы, конечно, предоставили доказательства, показали могилы 15-14 века. Они же говорят, что там раньше не было никого. Здравствуйте. Освободился. Аука. Цат угхум леха. Туо хума яйца цунам. Освободил. Идок. Короче, я тут на рыбалке узнал, что у нас в Чечне водятся еноты. Этот наглый енот хотел мою... О, короче, у нас здесь есть... Я вот так... Здесь такой небольшой навес. Я пока отвлекся на поплавках своих. Смотрю, что-то шебуршит. Раз, повернулся, как большая собака. Енот тырит у меня со стола еду.
Да, нёк енот тюпа. Так что в Чечне есть еноты. Я-то их видел, что они есть. Я раньше закидывал и маленьких. Башлам, цигар, чурч, халакрина. Ага, я не говорю их именно, вайчарч цабахас. Я говорю, чтобы они, раз они говорят, что до прихода туда чеченцев, якобы они были мабайцар, если были, надо показывать могилы, надо показывать свои построенные строения, башни, не башни. Почему везде в Гунибе, в Ахульго, везде сохранилось, а почему в Аухе их нету? Если они там находились со времен татаро-монгол. А они объясняют, Руслан с пеной у рта рассказывает, что на самом деле писарь, секретарь Тамерлана Хромова ошибся, и он говорил не аух, а он говорил, что это какой-то аухар или, короче, что-то аварское слово, но точно не чеченское, и что там не было ауховцев. Они не могут никак успокоиться, и теперь наш любитель пикантного массажа, видать, решил переключиться на тему ауховцев. Ему не хватает того, что более 200 тысяч ауховцев до сих пор не могут вернуть свои исконные дома, свои земли. Вот и начал защищать сюли историков нарнийских. Ну, себе ищет собратьев, чтобы, видать, выступить единым фронтом. Но это нам не привыкать. Пускай объединяется, пускай хоть 100 человек будет, хоть 200 человек, хоть 1000. Ой, иншаллах, за нами правда, за нами каждый день все новые и новые источники, карты. Все будем публиковать, все будем показывать. Мы знаем, кому принадлежал аух, кому что между речи Терека и Сулака до самого Каспийского моря, что проживали непосредственно, там проживали ауховцы. Поэтому я надеюсь, что в дальнейшем будет. Да, худар, у него и осеннее, и весеннее, и все, как говорится, обострения, но трогать ни ауховцев, ни панкистских кистенцев этому нарнийскому Д'Артаньяну мы не позволим. Мне многие говорили, что все остановилось, все прекратилось, но, как видите, видать, никак не угомонится моя Тортилова. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Эти люди, они никогда не прекратят. Я вам говорил, пока шла в Чечне война, пока шла не одна, а 2 войны, эти люди воровали, эти люди присваивали, писали горе свои брошюры. Вот. Я вам еще 2 недели тому назад рассказывал, как они максимально прикладывают усилия и начинают вести дискуссию о том, что Чеберлоевский, Шароевский район был Хуцалский, Муцалский, Нуцалский. Вот эти сказки рассказывают. На самом деле только во время объединения имама Шамиля, вот когда имам Шамиль стал твою гвардию, по сути, вот. Никогда в жизни ни одна пядь чеченской земли никогда не принадлежала ни Сюле, ни другим каким-либо обществам. Вот. Они должны благодарить то, что Боков отдал, там сколько, 15 или 20% отдал казино Ам этим соседним с Даниэлом договорился, отдал им часть озера казино Ам. Документы, карты есть, мы публиковали, мы показывали, мы знаем это все. То, что между речи Терека и Сулака до Каспийского моря проживали представители нашего народа, мы тоже знаем. Это для нас не секрет. Что у нас есть морские термины
названия лодок и всех других на нашем языке мы тоже знаем. Мы их публиковали и будем публиковать, показывать. Это не выдумки. Они были, есть и будут. Вот. Иншаллах, не то, что Шаройский или Чеберлоевский район, ни сантиметра, ни истории, ни земли, ничего не отдадим. Нужно быть настолько глупым и наивным человеком, чтобы разбрасываться своей историей, своей родиной. Просто немножко тяжелые времена, в моем плане тяжелые времена, да и везде, наверное. Многие спрашивали, Башлам хогалауй, согалау, согалау, сопрудеау, амтяу, амтя, чаг, буй чаг лацвиан, амтяу. Вот. Немножко у меня положение, как и у всех, не айс, поэтому не получается выходить в эфир. Сегодня просто один из наших братьев, как говорится, чуть-чуть поддержал, и мы смогли вот, пока есть возможность, я сегодня вернулся оттуда. Как говорится, валейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. You do that, touch that, Allah. Работа будет продолжаться по изучению, публикации нашей истории, поэтому из Грозного. Асуэльжир, Анхауи. О! Ава, Ербол, bu интересный başlama. Yer fanarik yok işte. Тига буттан бушун ишташ куш бушун. Если вот так поставить, конечно, меня видно. Пока есть возможность, ушел в эфир. Да, ага. Короче. Шейхатта, шталахатта, мегардушун, да, Allah. Да. До гор я еще не добрался, в горы не смог. Ты один там? Да, Бекхан Сосул. Ассаламу алейкум, башлам. Брат Умар задонатил. Умар, Аллах дал сидуэль, дал дуква ахуэль. Будисник эзашка соудолил. Вот, брат Умар купил нам небольшой трафик тоже. Ассаламу алейкум, башлам. Чар боху худу. Чар аламца. Да я пошутил просто. Да, конечно, я про рыбу говорил. Шоу дуйхон уля. Ду. Грудон. Тиха вадо шоуду. Тиха вадо шоуду кусун. Вот что значит. Брат Адлан задонатил. Адлан дал сейдуэль. Будиснек эзашка соудолил. Умар, Адлан поддержали. Так что, думаю, пока телефон не отключится, мы можем быть в прямом эфире. Так что поддержка от братьев есть. Чуть продлили трафик. Настолько здесь красиво. Аюб сохенистя, ам истя шуксо. Чэрла тюану да. Эфир сохраню, конечно. Я надеюсь, что он сохранится. Ибраим Мяцунуэй. Админа Ибряшки нету, да? Он думал, наверное, что у меня сегодня не будет эфира. Да. Мы в эфире. Цабук чэрт это слари. Вообще кайф харьерер. Алла бяхкин шунгойтер бороси. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба бяхчу не дает. Опа. Це мало ти.
İşte humayu ve yokş. Görüşün. Korşuman yat bu işte no. Тишина. Сакуза ушун инса. Saç ohas hakayat buht bu. Сапоплывокш гушишун. Горячун сапоплывокш. Да я здесь гореритиш. Осторожно, хелунда тёка. Ой. Ой, при оружии иду, да. Если что, 5 секунд уж сёготарю. Куш дацарам аждуш. Гуштуй. Ишт. Джатта дуй. Урс дуйгама. Тачела ту. Вчера я думал, те, кто уже так, башлам бах, соболя, ассаламу алейкум, вот соболя, так, собор делаешь, не то, ничего не башлам, сохранить ела, это я понял, лад слой, да, это вуальба, аюб, сдересхил, аюб, пока кайфую от природы, лад салам яц, Аллах, это вуальба, брат, дересхил. На пронарнийцев, да, Аллах, будет скоро разоблачение. Ассаламу алейкум, башлам. О каком пруду рыбу ловишь? В Чернореческом пруду, башлам. Во время уходит, так ведь и как наши земли вернутся, если тишина. Не тишина. Гушекхул, гушьёцекхул. Любитель. Да, те, кто уже годами, они как и будут жить там, тем более они сочиняют историю. Ну, наше дело не ждать, пока они сочинят. Наше дело опровергать. Раньше этого не было. Сейчас, иншаллах, все понемножку показываем, доказываем. И будем показывать. Да. А свидеть, я даться сочинил, а? Диду, я. Ярпадарчи йохока. Специально дискредитируют, делают так, чтобы я не смог провести прямой эфир с вами, пообщаться. Алей. Хислуш чери, ду халду шагу шабдаться. Надо чери, ду 10, 15, 12 килограммов. Да, кичери, что вот сволочи не подходят ее. Бяхн бац бог, их дом. Считай. Так. Вах. Башлам, там рыба есть, особенно карп, карась, на что ловишь. Если бы ловилась, я бы сказал, да что я ловлю. Ты в засаде на фортанге нарнись. Да. Ловлю в засаде. Юрий Минский. И тебе привет, Юрий.
Я на кукурузу. Башлам, как думаешь, Бузик специально, чтобы тебя злить, придумывает продаж? Нет, дело не во мне. Дело в том, что вполне возможно, что заказ поступил оттуда. Вполне возможно, что заплатили, где затерялся. Я на рыбалке. Вполне возможно, что отрабатывает бабло. И все. Больше не знаю. Почему? Потому что, во-первых, нету никакого смысла рассказывать и делать что-либо. Допустим, они не граничат с Ингушетией. Аух не граничит с Ингушетией. Аух — это проблема, грубо говоря, нет, Юрий пока не поймал. Это проблема непосредственно Нохчи и Сюлей. Ну и Газгунки немножко. Это не касается ни в коем случае... Салам алейкум, салам алейкум. Ты только один раз вышел в эфир за 3 дня, и теперь нужно ждать до следующей пятницы. Не обязательно. У меня просто возможностей не было. Эфир мы можем выйти. А ну, закройся. Закройся там. Можем. Эфир можно и завтра выйти. Не обязательно. У меня просто сейчас небольшой кризис, так сказать, поэтому я не мог выйти вот по своим, так сказать, финансовым соображениям. Алло, Смольный на связи. Алейкум салам. Конкретно прямой эфир YouTube чува. Со рыбалки ашук. Дела yok. Алейкум ассалам. Мау молодец, мол. Давай, сагир. Цейол шу колбаса до, помдуарио, кока-кола до. Все, знает он. Конечно, может. Тебе нужно, я бы сказал. Сейчас я скину. Все, хорошо, давай. Так. Где местоположение? Окова хуар мадасма. Отправить, делиться геоданными. Отправить ваше местоположение. Отправил. Ой, мадаёка. Так вот. Да, активизировались очень сильно. Я не думаю, что он конкретно против меня или против кого-либо. Я думаю, можно по-русски. Я по-русски говорю. Сада законно. Шейх Мансур. Да, сада шухса. Ой, ай. Что, Руслан? Что спрашивает? Вот. И мы, конечно же, знаем, что в любом случае это все делается принципиально, отрабатывая чей-то заказ. Объединяется то, что коалиция объединяется, да. Ты что, рыбу заткнул? Нет, это не рыба, это тут подслушивая лягуха. Черепаха, лягуха, тортила. Так ты на Сунже или в Черноречии? Я в Черноречии, я не на Сунже. Он перебивает эфир специально. Башлам. Жене Ермолова Бузуртанова надо отметить. Жена Ермолова уже. Да он дебил, он походу любитель, Нарнийская лягуха. Он любитель, походу, всего Ермоловского. То Ермолов строил здесь мечети, то Ермолов там был женат. У него, походу, культ какой-то любви, необъяснимая любовь к Ермолову. У этого чувака. Да, маршал Дуэльсон. Но что тут поделаешь? Ну, они любят про Ермолова рассказывать сказки. Им не первый раз, как говорится, не привыкать к этому. Вот. Ему, по крайней мере. А насчет Ауха,
и карты ауха, которые есть. Насчет этого ответ сделаем обязательно. И еще, так сказать, не просто ответ, а покажем, короче. Башлам ответь. Башлам, жене Ермолове Бузуртанове надо отметить. Я же ответил на этот вопрос. Нарнийская лягуха. Да, подслушивающая лягуха. Любое чеченское общество, которое находится вдалеке от своего народа, пользуется этим. Нарнийцы пытаются исказить их историю. Во-первых, аух недалеко. Аух — это наша граница. Башлам, не обращай на лягушек внимания, рыбу будет ловиться. Башлам, я ответил. Аух граничит с нами. Это часть до 1921 года, до того, как ее передали, она была наша, еще имеется в виду в составе с нами вместе. Не как единая, но вот как валиат аух. Или валиат, или как там, амиратство аух. Ну, по частям, как Чеберлоевское, Шароевское общество, Ауховское общество. Вот. В 1921 году его обманным путем передали. Ну да ладно, документы мы тоже предоставим, всему свое время. Ну, мы только про историю говорим. Я смотрю, у вас пару месяцев. Интересно про Бузуртанова узнать, кто он и что из себя представляет. Я не делаю передачи про Бузуртанова, я разоблачаю его ложь. Это маразматик старый, который искажает историю именно чеченского народа, нохчи народа. Его общество пытается многие тейпы чеченские перетянуть к себе. Но о нем-то говорить в принципе нечего. Просто человек больной, старый. Не стоило бы обращать внимание, если бы он рассказывал только свою историю. Но он и задевает, как говорится, историю и нашего народа. Поэтому стоит мне сказать, что адыги, черкесы наши братья. Он нападает, называет адыгов и черкесов предателями. Вот. Стоит мне сказать, что аух и про земли ауха, он перекидывается на аух. Стоит мне сказать про Панкиси, но он бегает как собака за своим собственным хвостом вокруг себя, и все. Не знает уже, куда податься. Нохчи Амал, я не знаю, прекратил походу. Ассалам алейкум, клев яц, пруд я уё. Арабов. Пруд я уп, клева нет пока, но иногда клюет, так сидим. Я знаю почему, но для меня нохчи честные, правильные. Ангуши не замечают своих грехов. Ну да, есть немножко. Башлам, ему надо ответить за его последний ролик. Ответим обязательно, ответим. Не всегда все получается. У Сбуртан нет истории, кроме каменного. Как-то так, короче. Господа хорошие. Я в одежде. Холодно. Нет, не купался здесь. Еще купаться рано. Внимание на каждый его высер, обращать внимание на него я не собираюсь. Вот то, что задел, достало вот сильно. Достало, имеется в виду его ложь, которая непосредственно про аух, то, что он начал. Это очень болезненный вопрос для нашего народа. Но, несмотря на это, пытается задеть побольнее, но каждый найдет то, что ищет. Так скажем. Там с лягушками не проблема, походу.
Лёма Тарам. Да, лягушек здесь много. Лягушек много. С этим проблем нету. Да и рыбы много, только вот она почему-то еще походу нерест, поэтому не сильно клюет. Вот большие волны прямо у моего поплывка, который мощный такой. Рыба есть, все есть, но... Да, соц. Иди, докуё, хайония. Да, соц эти. Ёли хонкс. Прямо, вот надо на целый пруд. Прямо рядом со мной она оказалась. Надо на червя тоже попробовать что-то. Да. Большую, среднюю, не без разницы. Главное, чтобы клевало. Золотую рыбку бы. Ох, але-але. Нам бы, как говорится, и серебряную хватило. С одним желанием. Так, что-то тишина, что-то вопросы. Ассаламу алейкум, бюстик хил, масер башлам дал это бойл, за рыбой надо в тушиловку, в крайновку. Алейкум ассалам, да, мне рассказывали, друзья, поехали в тушиловку туда. Говорят, тоже клёва нету вообще. Такие маленькие, среднюю рыбу поймали. Вообще, говорят, пока еще рано. Говорили, чтобы даже я не пытался. Я не езжу в другие места, соседние регионы. Обычно здесь поблизости, по городу, у себя на родине выезжаю. Поехал на Старую Сунжу, позапрошлую, кажется, выходные поехал. Сейчас решил здесь, в Черноречье, попробовать. Башлам, в этом пруду я работал на КамАЗе, когда восстанавливали пруд, начала от начала почти пруд до начала и почти до конца. Ты говоришь, шейх Мансур, ты говоришь, кажется, о Грозненском море. Я не на Грозненском море, я в Черноречье. Я на прудах. Это небольшие маленькие пруды недалеко от Черноречья. Вот здесь. Валейкум ассалам, масера валь алето. Время от времени, как говорится. Там всегда так, один раз с рыбой, 3 раза порожняк, но зато если поймешь. Да, Михаил Сергеевич, абсолютно верно. Здесь говорят, нет, здесь не говорят, я видел сегодня огромные рыбы, прыгают, все есть. Но здесь коряги, я не могу закинуть там, среди коряг они прыгают. Сразу будет зацеп, поэтому сегодня как раз мои братья поехали на терек. Вот. Ну, ничего. Главное сам процесс
остальное... ну, опять начался. Он вот просто, да, нет, бывают же лягушки, которые уплывают. А это нагло не уплывает. Кажется, попал. Этим гнида, а? Сдохни. Да. Ну, возможно, сытая. Ну, здесь ее никто не кормит, в принципе. Уровень воды тоже не поднимает, не опускает. Здесь просто-напросто это во время нереста, походу, пока не клюет, может быть, поэтому. Хотя многие говорят, что поймали, там поймали, здесь поймали. Кто-то 8 килограмм поймал, кто-то 7 килограмм поймал. Поэтому каждому свое, как говорится. Ладно, уважаемые друзья, не буду вас сегодня больше мучить. Завтра выйдем в эфир. Иншаллах, ждите. Завтра сделаем эфир, вместе пообщаемся. Уже в нормальной обстановке. Просто зашел, как бы вкратце с вами чуть-чуть пообщаться, поговорить. Да, шейх Мансур, я не на Грозненском, поэтому... Ну, у меня нету этой снасти. Всеми завтра встретимся, пообщаемся. Всем огромное спасибо, что зашли, услышали. Масан Дейрес Хейл. Завтра сделаем эфир и уже в нормальной обстановке пообщаемся. Всем пока, с вами был Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вопросы можете писать. Инстаграм, Фейсбук, WhatsApp, все работает. Все, как говорится, Башлам. Если ты будешь так громко разговаривать, вряд ли ты поймаешь. Поэтому рыба любит тишину, и я тоже ухожу. Давайте.